Предлагаем блок актуальной информации. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Встречный пал, опашка, окарауливание. В селе Магарас Горного Улуса продолжают вести борьбу с лесными пожарами. Выставка достижений авиационно-космического комплекса России встречает гостей в Подмосковье. Как новая авиатехника способна помочь в борьбе с лесными пожарами. Сообщество выпускников украшает столицу. В Якутском парке культуры и отдыха торжественно открыли беседку в виде балагана. Встречный пал, опашка, окарауливание. В селе Магарас Горного Улуса продолжают вести борьбу с лесными пожарами. Обстановка остается стабильной. Сегодня в Горный Улус поехали 174 добровольца. Порядка 60 человек направлены в село Магарас. Силами местных добровольцев, а также приехавших из города Якутска, сейчас идет окарауливание. Напомню, руководитель региона Исен Николаев заявил, что крупный пожар, действующий у села Магарас, планируется локализовать до конца текущей недели. Работа по его тушению ведется строго по намеченной тактике. Глава Адунского наслега Владимир Такиянов прокомментировал обстановку в остальных местностях, где также идет борьба с огнем. В местности Сергея тоже пожар локализован. И есть риск возникновения пожара в местностях Катагнах и Красала. Там опашка была проведена. Первая группа добровольцев, отправленная на тушение пожаров в горный район, спустя 2 недели вернулась в Якутск. Саргалана Неустроева пообщалась с огнеборцами. Уставшие в грязных сапогах и в пожелтевших от пожара куртках. Последние добровольцы из первой отправленной группы спустя 2 недели бессонных ночей наконец вернулись в Якутск. Чем вы займетесь прямо сейчас по приезде домой? Чего больше всего хочется? Ванна или душа? Наверное, ванны. Ну и жену обнять, встретить сына. Это предприниматель Александр Степанов. Как и все остальные участники группы, он ни разу не тушил пожары. Вызвался добровольцем, а на следующий день их уже отправили в Магарас. Никогда не было опыта тушения пожара. Большое спасибо руководству Магарас, нашему непосредственному руководителю Валентину, РТП, руководителю пожарной группы. Он нас все проинструктировал. Как признается Александр, самое страшное событие, которое огнеборцы вспоминают до сих пор и которое наверняка останется в памяти еще на долгие годы – ночь защиты от огня линий электропередач. Стали дежурить ЛЭПы, линию электропередач, чтобы огонь их не сел. Мы рядом ходили, тушили. Один человек у нас немножко даже угорел от этого газа. Его тошнило. Ну, в общем, мы до утра продержались, отстояли ЛЭП. В лагере у Магараса собралось всего 40 человек. Как признается Святослав, один из членов группы, не хватало в первую очередь не вертолетов, а техники. Очень-очень важно сказать, что в первую очередь техника, отсутствие техники. Не самолеты помогают нам в первую очередь, это трактора, бульдозеры, те, которые смогут расширить все это. Да, и только оно может нам помочь. Ну и обильный дождь. Между тем, как бы тяжело ни дались ребятам эти 2 недели, желание вернуться на передовую они не скрывают. Наша группа стала как семья. Наша команда настолько сблизилась, что, наверное, мы поедем сейчас, через пару дней, как отдохнем, чуть-чуть придем в себя. И это реально настолько сплачивает, особенно взрослых людей. Это действительно очень важно. И я советую всем молодым людям поехать, сделать максимально возможное, чтобы спасти и помочь. Для Святослава это и вовсе стало миссией. В обычной жизни он учитель в школе. Говорит, своим примером учит детей беречь и ценить природу. Очень важно, чтобы город Якутск, чтобы дети, чтобы обучающиеся, чтобы старики, чтобы женщины, они не потеряли свои легкие. Мы теряем эти легкие, чтобы другие не теряли. Но сделали все возможное для того, чтобы остановить продвижение всех этих пожаров. С
Следующая группа добровольцев уже готова выехать в другие районы для борьбы с огнем. Но несмотря на это, все еще не хватает людей, транспорта и продовольствия. Члены общественного добровольческого штаба призывают: если есть чем помочь, не ждите, действуйте. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Из-за природных пожаров 17 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалисты проводят непрерывный мониторинг воздуха. Управление Роспотребнадзора по Якутии и Якутское управление гидрометеослужбы продолжают лабораторный контроль содержания химических веществ в атмосферном воздухе. Отработано и исследовано 78 проб. Выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники работает в Жуковском. Международный салон МАКС-2021 совместил и выставочную деятельность, и деловую программу. Наш корреспондент Айсена Бурнашова посетила сразу несколько площадок о виражах в небе Подмосковья и о том, как авиатехника может помочь в борьбе с лесными пожарами в ее материале. Легендарная авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Фигуры высшего пилотажа авиагруппы «Стрижи» украсили небо над Жуковским. Фирменный штопор с вращением вокруг оси, развороты на 360 градусов, легендарная петля Нестерова. Истребители МиГ – поистине стальные крылья армии. Эти самолеты прекрасны и в небе, и на земле. На экспозиции МАКС-2021 сверхзвуковые МиГи выстроились в парадный строй. Настоящая легенда – ласточка советской военной авиации МиГ-29. Рядом с ним раскинул свои крылья МиГ-35. Самолет российской разработки, легкий фронтовой истребитель поколения 4++. Далее третья модель, тоже новая разработка, МиГ-35Д. Его отличительная черта – наличие 2 мест для пилотов. Нос к носу в одном ряду также и пассажирские лайнеры, турбовинтовые Илы и современные эйрбасы. Гордость отечественных и иностранных разработчиков. Но авиасалон – это не просто демонстрация опытных образцов. Это обзор возможностей авиапромышленности, например, в борьбе с лесными пожарами. У нас самая большая в мире территория. We have the huge territory, the biggest in the world. Очень низкая плотность населения и также низкая транспортная доступность. В борьбе с огнем одним из самых эффективных считается самолет Б-200. Уникальная возможность взлета и посадки, заправка водой как на аэродроме, так и на водоеме. В режиме глиссирования почти под 200 км в час Б-200 способен забирать в баке 12 тонн воды за 14 секунд. Именно такая модель самолета работала в Якутии. По словам главного конструктора, парк Б-200 будет расширен. Сейчас по стране их насчитывается 12. Мы с МЧС работаем над этим. Сейчас как строится еще в данный момент 2 самолета. Сейчас готовится заключение контракта еще на 4 самолета для МЧС. Я думаю, группировка самолетов МЧС будет постоянно с каждым годом увеличиваться. И количество самолетов, которые будут базироваться в Якутии, в этом, я думаю, тоже будет увеличиваться. В борьбе с огнем счет идет на секунды. Участники конференции уверены, для более эффективного тушения пожаров силы должны быть направлены и с воздуха, и с земли. В данное время необходимо обновить систему мониторинга, например, использовать беспилотники и спутниковые группировки. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Жуковский, Московская область. Возвращаемся в наш регион. Глава Якутии прокомментировал ход работ по строительству объектов по государственно-частному партнерству. Рассмотрено строительство 4 объектов: поликлиники городской больницы номер 2 на 600 посещений в смену, республиканской специальной коррекционной школы-интерната на 120 мест для детей с нарушениями речи, Государственной филармонии Якутии, Арктического центра эпоса и искусств и круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Айсен Николаев отметил, что по объектам в целом проведена большая работа. Глава обратил особое внимание на строительстве в соответствии с графиком, на своевременное решение финансовых и технических вопросов. В Якутске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Медучреждения получили новые партии препарата «Спутник Ви». Так, Якутская городская больница номер 3 получила 800 доз. Вакцинация проходит без предварительной записи и прикрепления ежедневно с 9 утра до 3 часов дня.
В здании работают 4 кабинета врача и 4 процедурных помещения. Для получения вакцины при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Напомним, по поручению главы республики Айсена Николаева было увеличено время работы прививочных пунктов и количество бригад. В число основных пунктов вакцинирования помимо ЕГБ номер 3 входят поликлиника номер 1, медицинский центр, республиканская клиническая больница и Якутская городская больница номер 2. Хочется дать советы перед тем, как население, перед тем, как подойти на вакцинацию, чтобы заранее корректировали артериальное давление. То есть очень много случаев, когда вот люди, особенно люди пожилого возраста, подошли на вакцинацию, а у них давление 150, 190, иногда и 200. То есть им противопоказано. То есть люди поставили в очереди и идут обратно домой, пока они не скорректируют давление. А перинатальный центр – высшее звено этапа медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. С момента обращения или приезда туда пациенты находятся в надежных руках профессионалов, которые бережно относятся к каждой пациентке. За годы работы, технологии и все медицинские манипуляции здесь были отточены до высочайшего уровня, а коллектив получил множество наград за свой профессионализм. Акушерское отделение Якутской городской клинической больницы проводило ветеранов труда на заслуженный отдых. Сегодня мы, как обычно, наша традиция такая, Якутская республиканская клиническая больница, тут на заслуженный отдых идет проработавший более 50 лет. Мы всегда проводим торжественные обстановки, которые вот действительно отдали свое здоровье, свои силы на процветание здравоохранения нашей республики Саха-Якутия. В Якутии День работника торговли сегодня отмечают более 20 тысяч организаций и предпринимателей. Профессиональный праздник был учрежден указом президента в 2013 году и ежегодно отмечается в 4-ю субботу июля. В нашем регионе деятельность на рынке розничной и оптовой торговли осуществляют 20 800 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это порядка 55% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса. Как отметила глава Минпреда Ирина Высоких, в условиях пандемии якутские предприниматели не только перестраивают бизнес-процессы, но и наряду с государством взяли на себя ответственность за борьбу с коронавирусом, а также с лесными пожарами. В столичном парке культуры и отдыха торжественно открыли беседку в виде балагана. Сооружение из досок с металлическим каркасом возвели участники сообщества выпускников 1982 года. Денежные средства на строительство объекта собраны за счет пожертвований и от продажи билетов на концерт, который организовали и провели сами выпускники в прошлом году. Как заявили лидеры движения, эта беседка – подарок городу и будущим поколениям. Добавим, сообщество выпускников 1982 года было организовано 2 года назад и с тех пор объединяет тысячи человек из всех улусов республики. Значит, изначально я подумала, что все-таки форма балагана, она уникальная форма, да? Она во всем мире встречается только у нас, у якутов. Наши предки были очень такие мудрые люди, которые смогли рассчитать даже вот этот градус, 72 градуса, да, наклона, чтобы ни снег, ни вода не проникали, да? Хотелось бы, чтобы наше новое поколение, гордилось своими истоками, своей национальностью, знали свою историю хорошо, и гордились ею. И вот этот подарок, который мы хотим передать городу, чтобы он, все отдыхали здесь, радовались, встречались и влюблялись, скажем так. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.